вхождением Кыргызстана в Евразийский экономический союз намного улучшились условия пребывания кыргызских мигрантов в России. Они с легкостью могут устроиться на любую работу, заработная плата на порядок выше, чем у остальных мигрантов. Такими же привилегиями хотят пользоваться представители других государств, поэтому они подделывают кыргызские паспорта. Подробнее Диана Мамекова. Теперь, чтобы устроиться на работу, кыргызским мигрантам не нужно иметь квоту или патент, сдавать экзамены на знание русского языка и истории России и так далее. Это намного облегчило пребывание наших граждан в Российской Федерации. Сейчас очень легко. Нужна всего лишь временная регистрация. Сейчас все документом оформляется. Приходишь, если с документами все в порядке, если подходишь на эту работу, то тебя сразу же берут. Такие привилегии интересуют иммигрантов с других стран. Многие приезжие начали интересоваться кыргызскими паспортами и подделывать их. В интернете легко можно найти объявления об изготовлении кыргызских ID-карт для граждан Узбекистана и Таджикистана. И, как рассказывают в посольстве, подделку почти не отличить от оригинала. Эти подделки являются высококачественными и очень трудно их отличить. Если особенно это копия, снятая с фальшивки, то практически невозможно отличить. Но у нас сотрудники уже приноровились, и есть специальная аппаратура, которая нам позволяет рассмотреть действительность представленных документов. Кроме паспортов, подделывают и другие документы. Их правоохранительным органам определить легче. В прошлом году было очень много жалоб на то, что приходят с подделанными печатями консульства. Мы провели расследование совместно с местной полицией. Были задержаны 4 человека, они подделывали всевозможные документы. Сейчас идет следствие. И несмотря на это, радует то, что если с начала 90-х годов кыргызстанцев нанимали чернорабочими, то сейчас им доверяют должности в офисах и в сфере обслуживания. Банковской сфере, да. Работают в банке, в сфере обслуживания. Сразу заметно улучшилось все. И кыргызский народ тоже показывает неплохую работу. А что касается изготовления поддельных документов, то правоохранительные органы Кыргызстана совместно с российской полицией продолжают работу по выявлению правонарушителей. Диана Мамекова, Уланбек Дыкамбаев, Эсентура Быкеев, Общественный первый канал, Москва.